Вас приветствует информационная программа «Новости». Меня зовут Саид Ахмадов, и в начале коротко о главном. Накрутили. Транспортные налоги 55 тысяч. Сотрудники налоговой службы проводят рейды по транспортным налогам. Трезвый регион. Чечню признали самым непьющим субъектом России. Порядок почти наведен. Массовые субботники близятся к завершению, но жители республики не расслабляются. Лучшие пилоты со всей страны. На автодроме «Крепость Грозная» прошел чемпионат России по автомобильному кроссу. Рамзан Кадыров поддержал акцию «Часть земли». На своей странице в Инстаграм он рассказал, что в темноту погрузились здания, являющиеся символами Грозного. Глава Чечни отметил, что в республике последовали примеру президента России Владимира Путина, который дал указание отключить подсветку Кремля. Акция инициирована Всемирным фондом дикой природы и проводится, чтобы привлечь внимание к изменению климата на нашей планете. По всему миру в ней принимают участие почти 7 тысяч городов. В этом году она проводится в 10-й раз. Кадыров подчеркнул: отрадно, что миллиарды людей услышали такой призыв. Наша планета удивительно мала и уязвима в масштабах Вселенной, и наш долг бережно относиться к ней. К этому нас также обязывают священный Коран и сунна пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Рамзан Кадыров поздравил Юсупа Раисова и Мухаммеда Берхамова с победой в турнире ACB 55. Он состоялся в Душанбе. Всего было 13 поединков. Одним из самых зрелищных стало противостояние между Раисовым и Валдинисом Силва. Уже в первом раунде россиянин победил бразильца удушающим приемом. Так, здесь попытка удушающего. Да, может пойти все. Все. Ну, что я могу сказать? Молодец. Юсуп Раисов просто молодец. Рамзан Кадыров активно следил и за ходом главного боя вечера между Мухаммедом Берхамовым и Шарафом Давлатмуродовым. Оба соперника входят в число самых перспективных бойцов ММА России. Бой между полусредневесами завершился уже на втором раунде победой Мухаммеда Берхамова. Боец-воспитанник нальчикского клуба «Рамзан». Подготовку к встрече проходил на базе бойцовского клуба «Ахмат». Мухаммед поблагодарил всех своих болельщиков. Особую благодарность спортсмен выразил в адрес главы Чечни за вклад в развитие спорта. Хотелось бы пару слов сказать благодарности дорогому, уважаемому одному человеку, который очень многое делает в России для спорта. Это наш дорогой Рамзан Ахматович Кадыров. Спасибо, Рамзан Ахматович, за все. И также хотелось бы поблагодарить клуб «Ахмат», в котором я провел последние тренировочные сборы. Спасибо, братья, все, кто меня поддержит. И спортивный клуб «Ахмат». Спасибо, что вы есть. Спортивный клуб «Рамзан». Также глава Чечни побывал на тренировке спортсменов бойцовского клуба «Ахмат». Они готовятся к одному из самых ожидаемых турниров весны WFCA 35. Он пройдет 1 апреля и соберет в Казахстане известных спортсменов из разных стран и континентов. В главном бою вечера сойдутся Хусейн Халиев и Валмир Лазара. Наш корреспондент расскажет подробнее. Тренировка бойцов началась с небольшим опозданием, но причина уважительная. Ахматовцы вместе с президентом клуба Абузайдом Исмурадовым смотрят бои лиги ACB и переживают за земляков. 55-й турнир в рамках этой промоутерской организации проходит в Таджикистане. Но надолго откладывать тренировку нельзя. К бойцам уже по традиции присоединился Рамзан Кадыров. Глава республики, который и сам ведет активный образ жизни, здесь частый гость. Ассаламу алейкум! Последний день перед весогоночным процессом обычно проводят в изматывающих спаррингах. 3 раунда по 5 минут. За это время у каждого спортсмена несколько раз меняется соперник. Глава республики наблюдает за ребятами и всячески указывает на те или иные ошибки.
Имя Хусейна Халиева уже не первый год на устах любителей смешанных единоборств. Из 17 поединков у него только одно поражение. На предстоящем турнире в Казахстане ему будет противостоять известный бразильский спортсмен Валмир Лазара. Это противостояние может стать поворотным моментом в карьере, рассказывает чеченский боец. От исхода противостояния зависит контракт с UFC. Чувствую себя неплохо, правда говоря. Весогонка чуть-чуть измотала меня. Соперника, конечно, знаю. Валмир Лазаро очень хороший боец. Несколько боев в UFC, то есть бывший UFC-шник. И знаю, что очень хорошая оборона у него от борьбы. И очень хорошо бьет руками и ногами. То есть жесткий ударник и работает в темпе. Посмотрим, выйду в клетку, а там видно будет, какую работу я выберу. Саид Нурмагомедов – один из обладателей чемпионского пояса WFCA. Его прошлогодний финальный бой на турнире Гран-при Ахмат против Абдурахмана Дудаева был признан многими экспертами и болельщиками одним из самых зрелищных. Теперь его соперником будет опытный боец из Бразилии Андерсон дос Сантос, который провел почти в 2 раза больше поединков в клетке, чем его визави. Но ахматовец настроен оптимистично. Это, можно сказать, первый мой пояс в Лиге Ахмат. Конечно, очень счастлив, что выступаю за клуб Ахмат и выиграл Гран-при Ахмат. Основная часть сборов позади, а впереди ждет не менее изнурительный этап подготовки – весогонка. К этой стадии все бойцы подошли в хорошей форме, отмечают тренеры. Теперь главное, чтобы до 1 апреля ни у кого не было травм. Мы соперников подбирали по рейтингу выше наших бойцов. Только таким темпом можно бойца вывести на новый уровень. Ребята готовы на 100%. Для болельщиков, для любителей ММА только ожидают зрелищные, хорошие бои. Рамзан Кадыров отмечает, что настрой на такие турниры должен быть особенным, ведь он будет проходить за пределами страны. Всего запланировано 13 схваток. Среди прочих в нем примут участие 2 обладателя пояса чемпиона WFCA, а также финалисты прошлогоднего Гран-при. Кто выиграет, тот сильнее всегда бывает один из 2 выигрышей. Не проявил характер, волю, такого не должно быть. Не надо думать, долго если думаешь, но он не проходит. Надо действовать, защищая и нападать. Только тогда выигрыши. До начала турнира остается неделя. Спортсмены обещают показать зрелищные бои. За сутки до самого чемпионата пройдет торжественная церемония взвешивания. Магомед Ламаркаев, Муслим Типаев, Зелимхан Закаев при поддержке пресс-службы главы и правительства республики. Новости. В России отметили День работников культуры. Глава Чечни уделяет пристальное внимание этой сфере. И накануне в Грозном состоялось мероприятие, посвященное этому празднику, где Рамзан Кадыров поблагодарил всех, кто вносит неоценимый вклад в развитие культуры, и наградил отличившихся работников сферы. В рамках этого празднования прошел первый отчетный концерт ансамбля песни и танцы «Заманху». Коллектив представил на суд зрителей программу из 12 номеров. Постараемся выложиться на 100%. Для артистов ансамбля «Заманху» это двойной праздник. К своему первому сольному концерту они готовились больше года. На суд зрителей представить 12 номеров. Это новые хореографические постановки и песни. Это такой день очень важный для нас, когда весь коллектив, так как мы работаем в команде, должен выложиться и показать все на высшем уровне. За 8 лет существования они первый раз выйдут на главную сцену республики. Признаются, волнение есть. Тем более чеченский зритель избалован высоким профессионализмом танцевальных коллективов республики. Но конкуренция не выходит за рамки дружбы. Конкуренция, она всегда существует, и ее пока никто не отменял, конкуренция. Это наши коллеги, мы тоже выходцы с Вайнаха, и мы в Нухчо когда-то работали. Они наши друзья, они помогали нам и словом, и даже новыми постановками. Пока за кулисами танцоры оттачивали хореографические движения, в зале говорили о достижениях региона в сфере культуры. По словам руководителя ведомства, изменилось практически все. Начиная от культурных объектов, заканчивая сознанием самих работников, призванных передавать духовные ценности будущим поколениям. Культура был очень статус Kulttuur работники yolshul verish trebunish olsun ishkhitsella qomi yolshul trebunish khitsella gillaq ullaq kaldolsh sowdolsh ditstellag dagdoich tishdellag serldaqsh daqsh belqsh bu
كلتور работникан белаг агон шиц волölчи галныш сандахитина و республика культура qirch дама культуры театри ансамбль قيول دوق направление шуш иштангали чахил аштац ишек ерик республики гол Москва районный центр школ и Берг Дакача. Спектакли, концерты, выставки, конкурсы, фестивали. Только за 2016 год в республике проведено более 30 тысяч культурно-массовых мероприятий, а работников этой сферы насчитывается свыше 5000 человек. Открыты новые дома культуры, здания этнокультурных центров. Рамзан Кадыров поблагодарил всех, кто, не жалея сил и энергии, отдает себя творчеству. Глава региона уверен, только искренне любящий свою профессию остается в ней и приносит пользу. Kultuur sabotan is ees lecture dayol met wo kan khela welchen dayol met dan kultuur hoor admah chwa dia si مص متاخل جو kultuur dan او kultuur ne wala dan приятный хол отношение к эшке бар хол dan хамнаж гоз амелдош хавала татбит اشتاع سعدانه حبوا ديك سهول dan تندلونه وين министерство культур белваше غيلقي خلا يزد خلا يح دون الإيمان دوش خلا دايغان زام نحوي داي مو خلا ايو زمان تروح دانا ومو خل دي استغن دول حول سي دانا قيت وخي وري دان سون ساعه سام غلاون انستيتوت هي دانا انستيتوت مينستيرство культуры هندي تيغا إلياش ايشر خلغرش داك تيترالني دان باستنوكش разных хитошел сенкш على دوح حاج هورا دانا تغن وي دولشا وما قاعدك الباس هورا دانا قرقي دانا يقول لك قر بقي كان يو خوش الكل داك und بوغ بيش نون بوغ بيش خلر باندوش ويتغنا دكو ادم ديكش ارخيس دلا دانا هورا شنت دانا بوغ بدانا ديق يوقدان عشان دانا سون مينستيرство культуры دانا мероприятие والج وقع خلال دا لا تسال ونداش هور مينستيرство культуры белло докиги набу өз меркребу үш даснанс дана وقع болчан дан تيشلنس دان حباح كيتنا دقة سيداهرة بالخ دانا ديك خلالش دقة سارق ويبيد خلالش حباح كي نعبود إن ود كستكتور شو دان يستحمل إخواتش دان إن بجارنا تسعي شيء administrative كولتور دانا بلو دائما نهور دينا وين يبجارنا سن بيش نعبود قوما نوع سندل دان سوما أقول حال دانا يبلو بولش داينا بركل ديرز لا شو دان أحيوكش داك بلوشن بركل ديرز لا ونداشي und أحيجر أحمل خو وين مت دان جوشواتشن خوشواتشن إيش اللي أتهم دو خلخر أتهم دو دان سيريبيتيسي وانا دحلة إيه ساعتها ساعد ديار الضوخ ديش حيوكش دو أتحنا سبرت منو تاجر أتحنا بلوش وتحيوك ده صان أتسلج أودان أحيوك ساعد خلخر شاش خوتو عامو بيدبل ساعد حيوكش دو سون ساعت رعدانا ويوم نحكي جو حالاتش دانا 98% نعم حيجرو دوش قاعدة أتسلج أودانا وكولتور دانا يستغلج حيجرو دوش لات خلخر دي يستغلج ونداشي إز أون بود اللي أول شيء تسق ولا يازن تسقل مو أم بعمل تسقل إز دان دين تنير بوق دان الناس نج أو بيش بو إيش خز غابلي وخ لخز دوخر ده أول أو إيش اللي أتنزلش دان ونخكرليفسكي جيز دان تو يسامس سيميني проблемы جليوم вообще по жизни дон خلباقش ناخد ده إمنا دان وهذا ديز ما سمعته وقام ديز وقوم غلقش عادش ديز وموقت بيز اللربة ويتحيق ويه اتغنى ويدعونا كولتور بيل ويدعونا كرعد إشادريجي دعونا إشادريجي تسير كرحوندو تسان دعيغان زامن إيو يورشو زامن خيل دوش دول هم مشخاء تساوى ديك شو مش إعدان تولد شو مش إعدان ويخ مصر اللي إيه شاد خيل خرد ونسدحها ويدعونا دار مقلع دعونا كان إرسي خيردان ارتسنا اكتورنا تنسورنا باشغلات هتري خلش عنا هم أرغيات خلق ويدان كارول سودسكي أرايو كتاري واش تسير شيخ الهرداتي كتاري عبوتا إيش تدعسة كارول سودسكي أنا خلق وشو تحمو تبو إمونه يبقو تبو إمور تدو تبو إيش تدو تبو أوي خير مدانا قويشن هوني عاد نخلق هاي سوى برداج يخلق خير زبرتي هندنا إز دون تمش وعاخيت دون حالها سيات تاسيات لا تكور توش بيتش كل شيء كو إنسترومنت بوسو بدنا مكشو أويش مكشات كو هون مكشو باس دوتكا وتا إيش هون مكشو
Исхен хихла мацарилла ушнон. Гимн Саудовской Аравии дон музыкальный инструмент силохшмой дон. Исхен ацахиллол инструмент силохши. Нохчичу али шати, нохчи мотбити шати, хелawali шати, или аламаздат. Хума еще чдубош. Да, иман сокят рагал жахадина кой. Да, хитеш дон. Нохчи дош, бусалбадош. Концертный программа. Хелхал койтер деш дон. Так дон сот. Repetitivi naukat dan. Minister till Börtpin dan. Och det är ju dan. För det är också för dan. Att det är inte skott och hatch på nach. Praktiskt är det bibben bättre dan. Sen vad som just till dikvänd dan. Det blir ahluks dabuch boch dan. Blir nabusa ahluks. Khaz dan. Kan sätta program och dan. Måste dan. Sen positivt dan. Здесь же глава Чечни наградил отличившихся работников сферы, звания заслуженного деятеля культуры, заслуженных и народных артистов, а также знаки отличия в работе получили десятки человек. Присвоено почетное звание народный артист Чеченской Республики Цакаеву Ринату Мусаевичу, директору муниципального бюджетного учреждения ансамбль песни и танца «Заманхо» департамента культуры мэрии города Грозного. Цакаевой Хеди Баудиновне, художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения ансамбль песни и танца «Заманхо» департамента культуры мэрии города Грозного. Теперь уже заслуженный работник этой сферы Бусама Эль-Мурзаева пришла в Дом культуры Шатоя в 17 лет. За 32 года ни разу не возникала мысль о смене работы, говорит заведующая Центральной библиотекой муниципалитета. Занималась разными направлениями, от танцев до организации культурных мероприятий. По ее словам, за всю свою жизнь она не видела таких масштабных преобразований в сфере культуры, как в нынешнее время. علامست شوي كولتورا إستوري إقعورنا ويدقودو يزردو هن ألش ديكتشنا ووتشنا كوزغنو سانتيرغان بيش да юцкие чары дикник воник. Праздник прошел на ура. Этот вечер стал не только дебютом ансамбля песни и танца «Заманхо» на профессиональной сцене, но и настоящим подарком для всех работников культуры. Ясмина Гацаева, Дени Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Мобильные дорожные приставы начали собирать транспортные налоги. Профилактические беседы с владельцами авто проводят и сотрудники налоговых служб. Они объясняют, за что и почему водитель должен. Для кого-то март оказался не совсем удачным, особенно для тех, на чье имя зарегистрировано несколько машин. Должников по номеру автомобиля выявляют прямо на дороге. Изнаур Заурбеков расскажет подробнее. Срока 1 декабря по адресу Аюб Чупалаев, собственник этого дома и 3 автомобилей, узнал о том, что у него задолженность по транспортному налогу только сегодня при визите налоговых служб. Транспортный налог 55 тысяч. А вот еще один дом по улице Гурина. Долг бывшего собственника составляет 115 тысяч рублей. Но новые хозяева при покупке об этом не знали. Теперь задача налоговиков найти старых собственников. Эффективность работы чеченских налоговиков недавно на расширенном совещании обсуждал и глава республики. На встрече было отмечено, что налог в регионе сравнительно ниже, чем в других субъектах страны. Рамзан Кадыров отметил, что главы районов и руководители ведомств должны быть в первую очередь заинтересованы в своевременном сборе налогов. Человек, который купил машину, который имеет имущество, бюджет федеральный цел, местный цел. И налог гелие шел, что акет адон, я адон, дарил дон, а усу создать дона, а что хотели халур маятионы. Ах, там мир предприниматель дон. Начислять транспортный налог собственнику автомобиля начинают спустя год после приобретения машины. Налоговая ставка зависит от мощности. Чем больше лошадиных сил, тем выше налог. Сумма на недвижимость начисляется также по истечении года. Только уже налог зависит от кадастровой стоимости. Срок оплаты 1 декабря следующего года. Все главы районов на данный момент усилили работу по сбору именно транспортных налогов, так как сумма идет в региональный бюджет, то есть она необходима на строительство новых дорог. Совместно со службой судебных приставов на дорогах проводятся рейдовые мероприятия. 763 рубля. Налог, да. Транспортный налог.
5 в Грозном и 3 в районах. Эти так называемые дорожные приставы передают информацию о движущемся автомобиле за 150 метров. И уже сотрудник службы проверяет номер и при наличии задолженности подает сигнал, чтобы водителя остановили. У собственника авто есть возможность оплатить долг на месте либо в банке. Если же задолженность составляет более 3000 рублей, то автомобиль доставляют на штрафстоянку судебных приставов. В случае неуплаты будут приниматься меры принудительного взыскания совместно со службой судебных приставов. Дополнительно налоговыми органами установлено несколько терминалов для удобства оплаты физических лиц и проводится подворный обход с целью обеспечения уплаты транспортного и других налогов, зачисляемых в консолидированный бюджет Чеченской Республики. Подобные профилактические беседы с налогоплательщиками, на счету которых числится долг в крупном размере, прошли и в Гудермесе. Сегодня акцент сделан на транспортном налоге. Lexus شجاع بيولشوا الشيك بالتأخير التقيل إذا تنتي نلوج عجنا وتخندنا دوات شيست تشتريس ديونوس نلوج إز أوبشي سложность 54 рубля одолжен уэл. Сотрудники межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике посетили еще 4 семьи в Гудермесе. После подробного объяснения, за что и в каком размере им нужно платить, налогоплательщики обязуются решить вопрос в скором времени. У Турку Атасаева транспортный налог составляет более 55 тысяч рублей. Говорит, что не знал о своей задолженности, но теперь оплатит всю сумму. Налог В межрайонной инспекции говорят, что такие крупные задолженности накапливаются у людей, которые оформляют на свое имя несколько автомобилей. А про необходимость выплачивать транспортные налоги не всегда знают. Подобные беседы будут проводиться регулярно, чтобы налогоплательщики оплачивали свои счета своевременно. بيرشوتير دلديش ديك تدلش ديدات الاشتباه تان بس ناحيته قيتر ده المال الشعب لكن عشان تديك دولار ده تشدق وده المال. На данный момент созданы все условия для своевременного погашения налогов от терминалов до касс. В администрации сел установлены также новые аппараты. Узнать задолженность можно на сайте налог.ру и по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. В соответствующих органах напоминают, что в случае неуплаты задолженностей будут приниматься принудительные меры взыскания. Изнаур Заурбеков, Луиза Баснукаева и Денис Хавхаров. Новости. Не успеваю из-за работы, нет времени стоять в очереди, больше никаких отговорок от уплаты налогов. В регионе заработал передвижной налоговый пункт. Первыми его услугами воспользовались сотрудники управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии, в который входит почти 5000 налогоплательщиков. Мы организовали передвижной офис, чтобы на месте определить размер задолженности каждого сотрудника и обеспечить через терминальную систему уплату этих налогов. Всех работодателей первым организовал эту работу начальник этого подразделения. И надеемся, что и другие работодатели последуют примеру. Оплатить можно как транспортные, так и имущественные налоги. Здесь также можно было получить консультацию по налогам, а также произвести сверку с базой данных инспекции. Всего за несколько часов услугами передвижного налогового пункта воспользовались больше 1000 человек. По словам налоговиков, такие акции будут проводиться и в дальнейшем. Чеченская республика признана самым трезвым регионом России. Согласно рейтингу трезвости, результаты которого были представлены в Совете Федерации, лучше всех ситуация с потреблением спиртного обстоит в Чечне. На втором месте Ингушетия, а Дагестан замыкает первую тройку. При составлении учитывалось количество проданного алкоголя, количество правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, число умерших от отравления спиртным и количество часов запрета продажи алкоголя ежедневно. Напомню, проект «Трезвая Россия» стартовал 5 лет назад. С тех пор рейтинг трезвости составляется ежегодно, и Чечня традиционно занимает в нем лидирующую позицию. Что в 2015 году, что в 2016 году Чеченская республика у нас является абсолютным лидером. Когда мы говорим о лучшая статистика, когда мы говорим о лучшие показатели, вопрос связанный и с объемом, и потреблением. Я считаю, что это не просто заслуживает внимания, а требует более принципиального тиражирования и в другие регионы в том числе. Та ситуация и статистика, которая есть в Чеченской республике, это во многом той профессиональной практики, которую сегодня делает и глава республики Рамзан Ахмадович
Ахматович Кадыров и его команда в частности, потому что это и вопросы, связанные с духовно-нравственными акцентами в плане воспитания, популяризация спорта среди молодежи, вопросы, связанные с укреплением семейных ценностей и другие важные факторы. Весенняя уборка подходит к концу. Масштабный субботник продлятся до конца марта. Остаются считанные дни, но жители региона не расслабляются. В этом убедились руководители республиканского оперштаба Магомед Даудов вместе с мэром города Муслимом Кучиевым. В нескольких районах побывала и наша съемочная группа. Отдых для них не самое главное. Главное – чистота. Именно поэтому, несмотря на свой выходной день, они все равно вышли, чтобы сделать город чище и красивее. Руководитель республиканского оперштаба по санитарной очистке и благоустройству и мэр Грозного прибыли в Ленинский район, чтобы проверить качество работы. Одни пилят ветки, другие собирают мусор. Магомед Даудов призвал всех следить за порядком и чистотой и напомнил – чисто там, где не сорят. Сегодня здесь собралось около 700 человек. Все они из разных учреждений. Говорят, погода что надо и настроение хорошее. Канал. Очищаем обрезки, деревья пилим, лишнее убираем, мусор. Не забыли, как пользоваться пилой? Да нет, не забыл. Иногда полезно вспомнить такое. Смотря на погоду, конечно, хочется работать дальше. Огромная просьба жителям вообще не только Грозного, но и нашей республики всей, чтобы не бросали мусор. Получив перчатки, ведра с известью, щетки, грабли и лопаты, участники субботника из Минавтодора собирали мусор с пешеходных дорожек, пилили стволы деревьев и кустарников. Также не обошлось и без привычных черных и белых красок. Ею они покрасили бордюры – более 2 километров. Погода хорошая, весь коллектив у нас здесь. Мы очень... Настроение хорошее. И по призыву Рамзана Ахматовича, как и все другие предприятия, как и весь наш народ, приводим в порядок территории. Чтобы привести город в порядок, приехали и жители отдаленных районов. Работы ведутся даже на частных участках, хотя это входит в обязанности собственников. Причем содержать в чистоте нужно не только свою территорию, но и прилегающую. Около 200 людей из Сунжинского района очищали берег реки Сунжа. Сегодня в очередной раз, в соответствии с призывом нашего главы республики, администрация вносит свою лепту по очистке нашей столицы. В субботнике участвуют и журналисты. Сотрудники телерадиокомпаний «Грозный» и «Путь» работали на улице Маяковского. Субботник, он нужен для того, чтобы мы видели чистый город. Почему? Потому что во время войны мы знаем, в каком состоянии находился наш город, наша республика. Сегодня, алхамдулиллах, в любой район этого города мы можем просто гордиться этим. Почему? Потому что сегодня желание народа это проявляется здесь. Почему? Потому что все хотят, чтобы наш город был чистым. В такую хорошую погоду, чтобы выйти на улицу, навести порядок, ничего в этом сложного нету, это тем более лишний повод увидеться с друзьями. Работается шикарно, погода хорошая. Вышли всем коллективом в очередной раз очистить веренную нам территорию. В стороне не остались и байкеры мотоклуба «Ночные волки». Здесь, на прилегающей территории совхоза Аргунский, они очищают участок от высохших листьев и строительного мусора. Мы не хотели остаться в стороне, в сторонке и выехали. Тоже сегодня собрались все, проводим субботник. Показать, что мы тоже за чистый город и всегда поддерживаем данные мероприятия. Город буквально перед нами весь вырос, строился. Мы знаем, какой ценой нам это все далось. С каждым днем работа по санитарной очистке территории региона набирает обороты. Продлятся субботники до конца месяца. Марха Ахматова, Магомед Мударов, Алихан Курбанов, Луиза Юнусова. Новости. Сразу 4 новоселья отметили в Шатойском районе. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова выделил жилье врачам Центральной межрайонной больницы, переехавшим, чтобы работать в Высокогорье. Депутаты парламента и глава администрации района вручили ключи новоселам. Фонд регулярно оказывает помощь медикам, способствуя тем самым укреплению и развитию здравоохранения в Чечне.
От произвола к политической реабилитации. В Грозном говорили о восстановлении автономии и прав репрессированных народов. Это не только чеченцы и ингуши, но и калмыки, болгарцы, карачаевцы. Более 10 народов Советского Союза. Где правда и где ложь? Почему были депортированы сотни тысяч людей по всей стране и благодаря чему стала возможна их реабилитация? География участников этой всероссийской конференции, приуроченной к 60-летию восстановления ЧССР, оказалась действительно обширной. От Грозного и Нальчика до Краснодара и Москвы. Здесь с докладами выступили более 150 ученых. Были проведены новые исследования в ранее для нас недоступных архивных управлениях. И то, что было запланировано, и то, что намечалось сделать на данной конференции, все это отражено в материалах, которые опубликованы. Лучшие пилоты кольцевых гонок со всей России вновь собрались на автодроме крепости Грозная. В столице завершился первый день чемпионата и первенства России по автокроссу. Эти соревнования в нашем регионе проходят впервые. Участие принимают и пилоты из команды «Ахмат Racing Team». Организаторами больших гонок стали Федерация автомобильного спорта Чечни и Министерство труда. Продолжит Магомед Ламаркаев. Для участия в первом этапе чемпионата и первенства страны в Грозный съехались более 60 гонщиков из 20 регионов. Ребята из Екатеринбурга представляют спортивно-технический клуб «Радуга». Дорога в столицу у них заняла более 2 суток. Здесь они в первый раз, но уверены, что не в последний. Это первый этап, то есть еще люди отдохнувшие после зимы, то есть как бы не уставшие от этих поездок длительных. В любом случае настрой хороший, погода хорошая, трасса соответствует, весь комплекс, люди гостеприимные, поэтому настроение хорошее. Первыми на трассу выходят самые маленькие участники гонок. На первенство допускаются дети до 13 лет. Ребята совсем юные, но в автоспорте не первый год. Главное – безопасность, поэтому предусмотрена специальная экипировка. Детей на соревнования привозят родители. В большинстве они являются их наставниками. Многие уже не раз бывали на автодроме «Крепость Грозная», поэтому и трасса хорошо знакома. Мы 1,5 года назад приехали сюда на ваш первый чемпионат республики. Это было в декабре месяце позапрошлого года. Знаете, нам очень нравится организация. Мы, в принципе, проехали много этапов чемпионата России, чемпионата СКПО, Ставропольский край. Нам очень нравится и организация, и условия. И мы просто видим, что здесь люди относятся и к нам с душой. Прекрасная погода, прекрасный город Грозный, прекрасная организация автодрома. Было удивительно увидеть такое прекрасное место в развивающейся республике, в развивающемся городе. В гонках участвуют автомобили 4 классов. Каждый из них дополнительно укомплектован для усиления мощности и безопасности. В автокроссе не обходится без столкновений и опрокидываний. Звуки моторов здесь не умолкают ни на минуту. Когда идет гонка по одному классу, представители другого проверяют свои автомобили на исправность. Но все-таки главное действие происходит именно здесь, на этой трассе, специально предназначенной для автокросса. По состоянию и оснащенности она считается одной из самых лучших в России. Соревнования проходят на трассе с гравийным покрытием. Ее длина 1205 метров, 8 поворотов, направление движения против часовой стрелки. В числе участников и представители чеченской команды «Ахмат Racing Team». Она сегодня представлена в 2 зачетных группах из 6 человек. В ее составе Магомед Дагиев, воспитанник Малой академии скорости крепости Грозная. Я на чемпионате России в первый раз. В прошлом году в октябре месяце участвовал на чемпионате Северокавказского федерального округа. Таких результатов я за рулем автомобиля именно не добивался. У меня были результаты по картингу именно. После картинга уже пересел в автокросс. Большие надежды на выступление нашей команды возлагает ее руководство. У нас достаточно сильная, многочисленная в этом сезоне команда в автомобильном кроссе. Мы надеемся, с уверенностью можно сказать, что мы будем бороться за подиумы в командном зачете, как минимум. Команда «Ахмат Рейсинг» должна показать уровень развития автомобильного спорта в Чеченской Республике. Сильным конкурентом в этом сезоне может оказаться команда «Виати» из Нижнекамска. В ее составе Николай Берников, двукратный победитель чемпионата России этой дисциплины в автоспорте. Больше всего впечатляет, конечно, масштаб, потому что огромный закрытый парк, очень много сервис на высшем уровне. Вот это самое большое впечатление. Чемпионат и первенство России по автокроссу в Чеченской Республике проходят впервые. Организаторами соревнований выступили Министерство труда, занятости и социального развития, Федерация автомобильного спорта совместно с автодромом крепости Грозная.
У нас в республике проводятся чемпионаты России, чемпионаты мира, международные турниры. Это все благодаря той кампании, которую проводит глава нашей республики Рамзан Ахматович, благодаря той правильной политике, которую он проводит. Сегодня состоялись квалификационные и предварительные заезды. Завтра лучшие из участников сойдутся в финале. Магомед Ламаркаев, Расул Арцухаев и Джамлен Хаджалиев. Новости. Это были все новости к этому часу. Всего доброго. До свидания.